Здравствуйте, уважаемые абитуриенты! Мы начинаем консультацию по программе магистратуры «Педагогическая деятельность в дошкольном образовании». Меня зовут Баранилова Ирина Геннадьевна, я кандидат педагогических наук, доцент, заведующая кафедрой дошкольной педагогики и психологии, руководитель программы магистратуры. Сейчас вам будет загружена презентация. Вы будете видеть слайды презентации, которые я буду пояснять. Я расскажу о процедуре проведения вступительных испытаний. И по завершении моего рассказа я отвечу на ваши вопросы также в прямом эфире. Перейдем к нашей консультации. Да. Загрузите, пожалуйста, презентацию. Итак, первая консультация по программе «Педагогическая деятельность в дошкольном образовании». В первую очередь хочется сказать, что данная программа, она разработана в соответствии со спецификой востребованности педагогов в области дошкольного образования, владеющего современными технологиями. Потребность в таких специалистах значительно возрастает в современных условиях в связи с тем, что система образования меняется и потребность в инновационных кадрах, владеющих современными технологиями, она достаточно высока. Данная программа, она как раз дает возможность педагогу дошкольного образования овладеть технологиями работы педагога, воспитателя, старшего воспитателя детского сада, руководителя образовательной организации, стать компетентным в области педагогической деятельности в дошкольном образовании. Особенность данной программы заключается в том, что областью профессиональной деятельности данной программы по педагогической деятельности, согласно классификатору, является в целом область образования, и выпускник будет подготовлен к таким видам экономической деятельности, как образование дошкольное, услуги в области дошкольного и начального общего образования. Форма реализации данной программы очная, 2 года, но фактически чуть немного меньше. Вы поступаете в сентябре и заканчиваете через 2 года, примерно в июне. Данная программа реализуется как за счет мест бюджетных ассигнований федерального бюджета, это 16 мест, также и по договорам платных образовательных услуг, то есть также 2 места платных образовательных услуг, как мы с вами привыкли говорить, коммерческих места. Итого 18 мест. Выпускающая кафедра, кафедра дошкольной педагогики и психологии. Но перейдем теперь уже непосредственно к консультации. Я вас в целом сориентировала еще раз в программе. Сделала это для того, чтобы сориентировались в программе в первую очередь те наши абитуриенты, которые выбрали данную программу не первым выбором своим, а вторым или третьим, да, выбором, вот, чтобы они более подробно узнали о этой деятельности. Как нам с вами приступить к экзамену? Ссылка на программу вступительных испытаний, во-первых, есть в вашем личном кабинете, и саму программу вы можете посмотреть на официальном сайте нашего университета БГПУ. Заходите в раздел абитуриентов, направление подготовки выбираете магистратуру и далее программы вступительных испытаний. Среди перечня программ вступительных испытаний вы выбираете педагогическую деятельность в дошкольном образовании, чтобы ознакомиться с самой программой. Теперь самое важное, наверное, по срокам, то, что интересует каждого по времени. Экзамен, вступительное испытание по очной форме обучения проводится
в форме тестирования и письменной работы. То есть у нас два вида вступительных испытаний. Два экзамена вы должны сдать. Бюджет сдает 7 августа в пятницу, то есть завтра. Вне бюджет, коммерческие места, на эти места можно будет сдать также 22 дополнительно. То есть только для коммерческих мест можно будет дополнительно сдать еще 22 августа в субботу. Результаты вступительных испытаний оцениваются по 100-бальной шкале. По первому экзамену, который у нас будет 7 в пятницу, будет тестирование. Вам в личный кабинет приходит ссылка на тестирование, вы выбираете онлайн-тестирование и проходите тест. Время проведения теста 60 минут, то есть вам дается 60 минут. Количество заданий в тесте 30. Соответственно, вам, конечно, нужно рассчитать свое время правильно, чтобы вы успели ответить на все вопросы. Паузу сделали, да? Чтобы вы успели ответить на все вопросы. На сдачу экзамена дается только одна попытка. Также вы увидите, что у вас указано время, что доступ к экзамену открыт с 10 до 15. Это сделано для того, чтобы нашим абитуриентам было удобно в удобное для них время войти в систему и сдать экзамен. Следовательно, вы можете войти в любое время этого периода, но самое позднее время входа в систему это 14 часов, потому что в 15 часов система уже закроется. То есть в интервале фактически с 10 до 14 вы должны войти в систему. Нельзя войти, посмотреть, передумать и решить, что я зайду через час. То есть если вы вошли, считается, что вы уже использовали свою попытку, а попытка только одна. Пересдачи не предусмотрены. Вот на это обратите особое внимание, чтобы вас никто в этот период не отвлекал, чтобы вы полностью были сосредоточены на экзамене. А кроме тестирования, также у нас предусмотрена письменная работа. По письменной работе после того, как вы пройдете тестирование, можете сделать перерыв, например, какой-то, если вам позволяет время до 15 часов, чтобы вы успели. Вы также заходите по ссылке и прикрепляете как экзамен письменной работы реферат. Перейдем теперь к содержанию программы. Программа по педагогической деятельности в дошкольном образовании, ее структура включает в себя 17 разделов. Вопросы по каждому из разделов включены в тесты. Как найти программу, я вам сказала выше, и наверняка вы с ней уже знакомились. Но как пример давайте посмотрим, какие, допустим, примерные разделы программы есть. Я выписала вам несколько из разделов, напомню, их всего 17. Вы видите, что программа охватывает основные направления деятельности педагога дошкольного образования. Например, это игровая деятельность, физическое воспитание, ребенок в системе детский сад, начальная школа, ребенок в системе детский сад, семья, методология, методы исследования, принципы исследования. Вот, например, такие разделы. Давайте с вами приведем конкретный пример. Допустим, раздел номер 1 «Современное дошкольное образование как педагогическая система». В программе указано, что нужно обратить внимание на нормативные документы, такие как Закон об образовании в Российской Федерации,
федеральный государственный образовательный стандарт дошкольного образования и другие. Обратите внимание на слово «другие», то есть все документы не перечислены, но вы должны знать все базовые нормативные документы, которые связаны с системы образования. Это может быть и конвенция о правах ребенка, это может быть документ типовое положение, да, и ряд других документов, которые относятся к базовым нормативным документам. Вы должны знать основные цели, задачи этих документов, то есть ориентироваться в нормативно-правовой базе. Второй аспект в программе указан: комплексные и парциальные образовательные программы. Значит, вы должны ориентироваться, какие программы реализуются в системе дошкольного образования, по каким программам работают дошкольные образовательные организации. И, соответственно, если у вас попадается такой вопрос, да, то ответить на этот вопрос. И как пример я привела вам один из примеров заданий тестового испытания. Ну, вот аналогичные задания у вас будут. ВГОС дошкольного образования. ВГОС, да, это федеральный государственный образовательный стандарт дошкольного образования, включает в себя сколько-то образовательных областей и дается на выбор 5, 6, 7, 8, да, образовательных областей. Вы должны знать, сколько образовательных областей включает ВГОС дошкольного образования, и выбрать, да, что он включает в себя, допустим, 5 образовательных областей. Приведем пример из раздела 17. Раздел 17 называется «Понятие возраста, проблема возрастной периодизации». Требование к критериям возрастной периодизации указано как один из вопросов, да, этого раздела. И, допустим, у нас в программу включены такие вопросы, которые связаны с возрастными периодизациями. Допустим, пример задания. Возрастная периодизация Эльконина, дошкольный возраст – это период. И даются варианты ответов. Вы должны выбрать, какой это период по периодизации Эльконина. Как вы считаете? С рождения до 7 лет, от 1 года до 7 лет, от 3 до 5, да? Или от 3 до 7 лет. Вы выбираете правильный ответ. Литература, на которую необходимо обратить внимание при подготовке к экзамену, отражена прежде всего в самой программе. Так как экзамен у нас по педагогической деятельности в дошкольном образовании, то, соответственно, вы можете ориентироваться на базовые учебники и учебные пособия по дошкольной педагогике. Обязательно, конечно, мы с вами также смотрим нормативную базу, о чем я вам говорила выше. Полный перечень пособий находится в программе. Я бы вам рекомендовала сосредоточиться на одном из базовых учебников, которые отражены как основная литература и представлены сейчас на слайде. Мы завершили с вами обсуждение первого тестового экзамена и перейдем ко второму, к письменному заданию «Реферат». В программе также включена тематика рефератов. Я выделила вам сейчас на слайде несколько тем. В программе их больше. Вы выбираете ту тему, которая вам ближе, на ваше усмотрение, и готовите реферат по одной из выбранных вами тем. Давайте рассмотрим общие требования по оформлению реферата. Реферат вы должны представить в электронном или в распечатанном виде, сброшурованном в твердом переплете в приемную комиссию. Но так как у нас экзамен проводится онлайн, соответственно, вы прикрепляете в электронном варианте. Возникает вопрос у некоторых наших абитуриентов, должен быть ли это документ wordовский или PDF. Вы можете загрузить wordовский документ. Если у вас будут какие-то проблемы с загрузкой, можете загрузить вариант PDF. Специального какого-то вот условия в данном случае нет. Текст должен быть
набран на компьютере и распечатан на стандартных листах белой бумаги, то есть не нужно реферат оформлять и украшать какими-то картинками, вензелями, рамочками и прочими элементами. Текст набирается в редакции Word. Используем гарнитуру шрифта Times New Roman. Размер традиционный шрифта 14. Вспомогательные, если это у вас какие-то сноски и таблицы, в таблицах, как правило, 12. Межстрочный интервал полуторный. Поля: левая 30, правая 15, верхняя 20, нижняя 20. Структура реферата включает в себя наименование разделов, глав, параграфов. Они должны быть краткими. Объем реферата минимум это 15 страниц, максимум это 30 страниц. Но при написании реферата вы не должны руководствоваться тем, что он должен быть максимально объемным. Вы должны руководствоваться тем, чтобы должна быть раскрыта тема реферата. Все страницы нумеруются по порядку до последней страницы. На первой странице титульные цифры не ставятся. Нумерация арабскими цифрами, нормальным шрифтом 14 с соблюдением сквозной нумерации. Номер страницы проставляется внизу в центре страницы без точки. Иллюстрации, таблицы, схемы располагаются на отдельных листах внутри текста и включены в общую нумерацию. Правила компьютерного оформления текста. Так как у нас по программе магистратуры поступают только лица, имеющие уже высшее образование, то каждый из вас имеет четкое представление о том, как выполняются письменные работы. И структура реферата и правила его оформления, они ничем не отличаются, в общем-то, от выполнения выпускной квалификационной работы, дипломной работы, курсовой работы. Отличаются только объемом и тем, что в данном случае вы не должны представлять результаты исследований. Вы планируете только обучаться. У вас в вашем реферате могут быть отражены аспекты теоретического освещения проблемы исследования, методического аспекта, раскрыты технологии, может быть подбор диагностических методик. Отписывать эксперимент в реферате не нужно. В остальном структура она такая же, да? То есть у нас есть титульный лист, есть оглавление, введение, в котором отражены основные методологические компоненты, как актуальность, цель, задачи и другие, которые вы сочтете необходимыми. Реферат должен состоять из глав, каждая глава должна состоять из параграфов, да? Как минимум 2 параграфов. Выводы, заключения и список литературы. Сокращения слов в тексте не допускаются, используются только общепринятые сокращения. Ну вот на отдельном слайде я выделила вам все, что у вас должно быть во введении и какие элементы включают в себя содержание вашего реферата. Список литературы. Обратите внимание, пожалуйста, на оформление списка литературы в реферате. А мы ориентируемся на 30 источников, но этого вполне достаточно. 30 или 30 с небольшим, 60-70 это совершенно не нужно делать. Но обратите внимание на то, что список литературы должен обязательно быть оформлен в соответствии с библиографическими ГОСТами, с актуальными библиографическими ГОСТами. Они вам известны как выпускникам вуза, и если у кого-то есть затруднения, то вы можете посмотреть всегда либо в открытых источниках, в сети интернет эти ГОСТы, я вам их сейчас указала,
Либо можно посмотреть примеры на сайте БГПУ в разделе «Сведения об образовательной организации. Документы», где мы можем увидеть требования к выполнению письменных работ. И также на странице кафедры, где есть кафедры дошкольной педагогики и психологии, также в разделе «Документы» есть методические рекомендации по выполнению выпускных квалификационных работ. Там эти требования тоже отражены, если кому-то необходимо посмотреть дополнительно пример. Хочу обратить ваше внимание, что при составлении списка литературы вы должны указывать актуальные источники прежде всего. То есть обязательно не менее 30% это должны быть источники последних 5 лет, современная нормативная база и современные методические исследования и теоретические исследования в области дошкольного образования. Моя электронная почта и номер мобильного телефона отражены у вас сейчас на слайде. Если у вас в течение дня и подготовки возникнут какие-то вопросы, на которые необходимо уточняющий ответ получить, я готова вас проконсультировать. Наша кафедра находится по адресу улица Чернышевского, дом 25А, кабинет 313. Там вы будете учиться при поступлении на программу магистратуры. Я же сейчас завершила свою консультацию и готова, если у вас есть вопросы, ответить на ваши вопросы. Ну, подождем еще несколько минут, может быть, у кого-то появится вопрос, и перейдем ко второй консультации. Это программа магистратуры для студентов, поступающих на заочную форму обучения. Если у кого-то появятся вопросы, вы их задаете в чате, я в завершении консультации отвечу в целом на все вопросы. Вопросов пока не поступило, перейдем ко второй консультации. Уважаемые абитуриенты, поступающие по программе магистратуры, направление педагогическое образование, профиль методическая деятельность в дошкольном и начальном образовании. Начинаем консультацию к вступительному испытанию по данной программе. Я руководитель программы магистратуры Баранилова Ирина Геннадьевна, кандидат педагогических наук, доцент, заведующая кафедрой дошкольной педагогики и психологии и руководитель программы «Методическая деятельность в дошкольном и начальном образовании». Хочу немного рассказать о данной программе, чтобы в первую очередь сориентировать тех наших абитуриентов, которые выбрали данную программу как второй или третьей программой своего выбора, чтобы они понимали особенность, специфику этой программы еще более четко и ясно. Данная программа направлена на подготовку высококвалифицированных специалистов в области именно методической работы в образовательных организациях, способных удовлетворять потребности современной системы образования в педагогических кадрах высокой квалификации и готовых к эффективной реализации методической деятельности. Организация методической деятельности на сегодняшний день является одним из важных приоритетных направлений деятельности и этапов, которые сейчас решаются у нас на государственном уровне. Ей уделяется большое внимание. Поэтому наша программа, она вот как раз идет в ногу со временем, направлена на решение этого актуального социального
заказа системы образования Российской Федерации и Республики Башкортостан. Уникальность программы определяется чрезвычайной востребованностью в современных образовательных организациях в квалифицированных педагогах, которые понимали бы особенности методической работы и в системе дошкольного и начального образования, могли бы реализовывать методическую деятельность в этом направлении. То есть выпускники программы, они могут работать как в образовательных организациях дошкольного образования, так и в образовательных организациях начального образования и в таком новом типе образовательных организаций, существующем сейчас у нас, как центр образования, когда образовательная организация включает в себя и школу, и детский сад или несколько детских садов. Область профессиональной деятельности, согласно классификатору, по программе «Методическая деятельность в дошкольном и начальном образовании» выпускник относится к разделу «Образование» и будет подготовлен к таким видам экономической деятельности, как услуги в области дошкольного и начального образования, во-первых, и во-вторых, образование начальное общее, то есть к двум видам экономической деятельности. Данная программа «Методическая деятельность в дошкольном и начальном образовании» реализуется заочно. Нормативный срок освоения программы 2,5 года. То есть традиционно вы обучаетесь 2 полных года, и на 3-м году обучения, примерно в конце января, вы завершаете свое обучение. Количество мест по данной программе всего 25, из них 16 мест – это бюджетные места за счет бюджетных ассигнований федерального бюджета и 9 мест платных, то есть по договорам платных образовательных услуг. Количество абитуриентов у нас достаточно высокое в этом году по данной программе, больше 70 поступило заявление, то есть конкурс достаточно вот такой у нас большой и на бюджетные места, и на платные места в том числе. Программа востребована. Давайте перейдем к характеристике вступительных испытаний. Для того, чтобы ознакомиться с программой вступительных испытаний, вы переходите на официальном сайте БГПУ в раздел «Абитуриентам», выбираете среди направлений подготовки магистратуру и открываете окно «Программа вступительных испытаний». И выбираете уже из перечня программ программу «Методическая деятельность в дошкольном и начальном образовании». По программе «Методическая деятельность в дошкольном и начальном образовании» только одно испытание. Это комплексное тестирование. По вашей программе реферата нет. То есть вы сдаете один экзамен в форме комплексного тестирования. Студенты, обучающиеся, не обучающиеся, а подавшие заявление на обучение на бюджет, сдают экзамен 7 августа в пятницу завтра. Те, кто планирует поступать на внебюджет, сдают экзамен 22 августа, могут сдать в субботу. И есть еще один день, 18 сентября, четверг. Результаты вступительного испытания оцениваются по 100-бальной шкале. Время проведения вступительного испытания 60 минут. Количество заданий в тесте 30. На сдачу экзамена вам дается только одна попытка. Доступ к экзамену открыт с 10
утра до 15 часов 7 августа. В этот период вам необходимо зайти в систему. В личном кабинете у вас будет ссылка. Вы по этой ссылке должны войти и выбрать онлайн-тестирование. Так как стандартное время на выполнение вступительного испытания отводится 1 час, а экзамен заканчивается в 15, значит, вы должны зайти не позже 14 часов. Время дается с 10 до 15 для того, чтобы вы могли выбрать удобное для вас время на ваше усмотрение, но не позже 14 часов. Обратите внимание, что в тестовое задание включено 30 вопросов, у вас 60 минут. Следовательно, вам при работе с тестами нужно рассчитать свое время таким образом, чтобы у вас примерно 2 минуты, да, использовалось на одно тестовое задание. Сумейте правильно распределить свое время, чтобы вы успели ответить на все вопросы. Сдача повторного испытания не предусмотрена. Еще раз обращаю ваше внимание, что вам дается 1 попытка. При организации своего экзамена, пожалуйста, создайте вокруг благоприятные условия, чтобы вас ничто не отвлекало в этот момент, да, ни по работе, ни дома, чтобы вам не пришлось отвлечься, чтобы вы были сосредоточены только на экзамене. Потому что если вы вошли в систему и вдруг что-то там вот вам нужно отвлечься и вы вышли из системы, считается, что вы свою попытку уже использовали, и 2-го раза войти в систему у вас уже возможности такой не будет. Поэтому отнеситесь особенно внимательно и ответственно, да, вот к сдаче экзамена. Обратите внимание при ответе на вопросы, при подготовке к ответам на вопросы, на такие общие вопросы по таким аспектам, как возрастные классификации. Конечно, вы должны ориентироваться в возрастных классификациях детей. Вы должны ориентироваться в нормативных документах в системе образования. На вступительных испытаниях вопросы по нормативным документам встречаются. Это и знание закона об образовании, знание федерального государственного образовательного стандарта, как дошкольного, так и начального образования, знание Конвенции о правах ребенка и других нормативных документов, которыми руководствуются образовательные организации дошкольного и начального образования в своей деятельности. Обязательно обратите внимание на организацию делопроизводства в системе образования, на контроль в системе образования, организацию педагогического процесса, методы и принципы обучения. Вот, я бы выделила такие вот разделы, на которые вам нужно обратить внимание при подготовке. Давайте приведем с вами пример. Допустим, один из разделов программы у нас называется «Содержание формы организации методической работы с педагогическими кадрами дошкольного и начального общего образования». В этом разделе есть такой вопрос выделен, как методическая работа, как способ регулирования взаимоотношений между педагогами образовательной организации. Допустим, в рамках этого вопроса, этого раздела может быть включено такое задание. Содержание межличностных отношений в коллективе, отражающее систему отношений членов коллектива друг с другом, называется. И вы должны выбрать правильный ответ среди 4. Допустим, социально-психологический микроклимат, круговая порука, согласованность действий,
психологическая совместимость сотрудников. Вы выбираете, например, ответ «социально-психологический микроклимат». Приведем еще один пример. Допустим, в разделе 1 «Содержание и формы организации методической работы с педагогическими кадрами дошкольного и начального общего образования» есть такой пункт, да, в программе «Планирование и корректировка образовательного процесса в образовательной организации». Пример задания. Сочетание природных и социальных, предметных и культурных средств, удовлетворяющих потребность актуального, ближайшего и перспективного развития ребенка, становление его творческих способностей – это развивающая предметная среда, воспитательный процесс, педагогический процесс, развитие. То есть вы должны ответить, что нам необходимо учитывать при планировании, то есть создании, при корректировке, то есть обновлении, развитии, да, образовательного процесса в образовательной организации. Вы, отвечая на этот вопрос, допустим, выбираете развивающую предметную среду образовательной организации. Хочу обратить ваше внимание, так как программа, на которую вы поступаете, методическая деятельность в дошкольном и начальном образовании, у вас в тестовых испытаниях включены вопросы как по дошкольному образованию, так и по начальному образованию. В программе отражена разнообразная литература, на которую нужно обратить внимание при подготовке к экзамену. Конечно, это в первую очередь базовые учебники, и обязательно обратите свое внимание на нормативные документы, о которых я говорила вам выше. Если у вас возникнут вопросы по завершению консультации в течение дня, мои контакты отражены сейчас у вас на слайде. Вы можете обратиться ко мне по телефону, либо по почте. Я вам разъясню, если у вас есть вопросы. Кафедра дошкольной педагогики и психологии располагается по адресу город Уфа, улица Чернышевского, дом 25А, кабинет 313. Здесь мы с вами будем учиться. Я желаю вам всем успешной сдачи вступительных испытаний, чтобы все ваши надежды на поступление в этом году оправдались, и вы поступили на ту образовательную программу, которую выбрали, которую планируете, и специалистом в той области, которой вы хотите сдать. Удачной всем сдачи вступительных испытаний и успешного поступления в Башкирский государственный педагогический университет имени Мифтахиддина Акмуллы. Давайте посмотрим, поступили ли вопросы в нашем чате.